Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ГАЛ ТВ информационный выпуск «События недели». В студии Ника Гачава. Сегодня в программе. Дмитрий Адлиба об устранении последствий стихии в Галском районе. Гончарное искусство как смысл жизни. В Гале прошел турнир по дзюдо, посвященный 90-летию города. Интервью с Романом Кирилловым. В четверг, 13 октября, Аслан Джаня принял участие в заседании штаба территориальной обороны. Президент Абхазии приказал вооруженным силам поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны, сообщает пресс-служба главы государства. Президент обсудил с силовиками военно-политическую обстановку. В Министерстве обороны были заслушаны доклады о мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии. Непогода внесла свои коррективы. В отдельных частях города и селах из-за урагана были повалены некоторые линии опоры электропередач. Ливневые дожди спровоцировали оползень в селе Алакумхара, из-за которого был поврежден водопровод. Как власти города поэтапно устраняли последствия стихии, сообщил первый заместитель главы по городскому администрированию Дмитрий Адлиба. Первый удар стихии Гальский район почувствовал на себе в ночь с воскресенья на понедельник, с 9 на 10 октября. Тогда прошел сильный ураган в отдельных частях района, в городе в частности и в некоторых селах. Из-за этого урагана были повалены некоторые линии опоры электропередач. Мы в понедельник с утра приступили к ликвидации последствий сильного ветра в районе и в городе. Были убраны деревья. Черноморэнерго и местная электросеть приступила к восстановлению поврежденных линий электропередач и восстановлению освещения. Также после сильного ветра вечером 10 числа начался сильный ливень, который, как мы наблюдаем по новостям, затронул близлежащие районы Ткварчальский и Ачимчирский. Они наиболее пострадавшие районы от стихии, были снесены мосты, вы все это видели. Однако в Гальском районе мы сильно, можно сказать, не пострадали. Произошли оползневые явления в селе Алакумхара, это верхняя часть Гальского района, прилегающая к государственной границе. В связи с оползнем был поврежден водопровод. Наши специалисты в течение следующего дня справились с этим повреждением. Также оказали помощь представители погрануправления ФСБ России, которые несут службу на государственной границе Абхазии. В настоящее время водопровод восстановлен, большая часть оползня ликвидирована. По городу еще остались у нас неубранные, поваленные ветки и распиленные деревья, но все это мы приберем, все будет в порядке. Городское освещение восстановлено, местная электросеть продолжает работы по восстановлению поврежденных линий электропередач, так как было множество разрывов в районах, сил и средств в настоящее время достаточно. Значит, по сообщениям нашего местного управления МЧС, каких-то заявлений, обращений по поводу чрезвычайных ситуаций от жителей района не поступало до настоящего времени. Явления, связанные с подтоплениями большими, также не были замечены. Были подтоплены отдельные участки, да, но пострадавших, к счастью, нет. Мы говорим о том, что у нас работает комиссия, постоянно действующая в администрации, которая занимается изучением и подсчетом ущерба нанесенного. Эта работа продолжается по поручению главы администрации района. В случае поступления обращений вопрос будет изучен и приняты соответствующие решения. Огонь, вода и земля. Что может соединить эти три стихии? Умелые руки мастера, работающего с глиной. Гончарное ремесло одно из древнейших на планете, и у каждого мастера своя история, о которой нам поведал Бижан Цулая. Каждый из нас старается отыскать свое место в этом мире. Одним нужно время, чтобы его найти, а некоторые уже с самого детства знают, чем будут заниматься в жизни. И одним из таких людей является житель Гала Бижан Цулая, который с самого детства горел к древнему промыслу, гончарному делу, которому он посвятил всю свою жизнь. После окончания школы Бижан поступил в государственный техникум, а затем в художественную академию, которую он окончил с отличием. Это с детства у меня вот так пошло, что-то я был в художественной школе, и в классе нормально, так ведь. Ну, интересно, это всегда было у меня.
Поехал, поступил на профессиональное училище. После этого уже продолжил академию. Я там уже получил какие-то награды, чтобы у меня был интерес. После награды у меня более интересно стало вот это дело. Поступил, а потом я почти что дважды был участник БДНХ, тогдашний СССР. Ну, после этого тоже принимал участие в многих выставках. Посетив мастерскую гончара, можно увидеть полки с множеством различных творений мастера. Сама мастерская состоит из нескольких комнат. В одной стоит гончарный круг, где рождаются изделия. Во второй производится обжиг продукции. Также есть комната, где изделия декорируются и расписываются. Наша съемочная группа с большим интересом рассматривала глиняную продукцию. В каждом изделии, которое производится вручную, вложено немало усилий и труда. Чувствуется рука мастера и полет фантазии ремесленника. Прежде чем сесть за гончарный круг, Бижан прорисовывает будущие творения на бумаге. И только после того, как эскиз будет готов, начинается самое интересное. Мастер кладет точно по центру вращающейся площадки гончарного круга ком сырой глины. Затем он тянет массу вверх, превращает ком в конус. И только потом начинается формировка сосуда. Заготовка может превратиться в тарелку, вазу, кувшин и другую утварь. Все зависит от фантазии и замысла гончара. Ремесленник отмечает, что немногим нравится работать с глиной, считая это грязной работой. Но для него это дело всей его жизни. Сидя за гончарным кругом, он чувствует спокойствие, легкость и свободу. По словам Бижана Ацулая, он не любит копировать чужие работы. В основном он работает по своим уже имеющимся эскизам или же придумывает их с нуля. Вот, допустим, я отдыхаю, да, что-то появилось у меня в голове, я прихожу сюда и делаю. Это несмотря на там и где-то видели, что нет, то, что на музыку мне попадется, вот это все. А что лично для вас значит работать за гончарным кругом? Какие у вас ощущения? Какие ощущения, конечно. А вы сейчас вот видите, я вот 2 минуты, 3 минуты здесь сижу. У меня приятное лицо видно сейчас, правильно? Да. Когда я здесь сижу, я чувствую себя как бы свободным человеком. И то, что я вот это работаю, я очень ценю. То, что я в любой момент могу этим делом заниматься. С большим удовольствием. Да. Нашей съемочной группе ГАЛ-ТВ удалось окунуться в гончарное искусство и увидеть весь процесс от начала до конца воочию. А мне посчастливилось самой попробовать сформировать из гибкой глины что-то похожее на глиняный кувшин. Результат хоть и не был идеальным, но сам процесс оставил самые положительные эмоции. Супруга гончара Гулиса Шония признается, что сама любит проводить время за гончарным кругом. И тем не менее, дело это непростое, и простого хотения тут мало. Надо знать необходимые азы и нюансы гончарного ремесла, чтобы результат был хорошим, отмечает она. Я Она тоже очень, помогает. очень хочу, но мне не так получается это все. Смотря, я очень хочу, насколько могу, то помогаю, насколько могу. Это нелегко, это именно должны, это искусство такое, может быть, нарисуешь что-то, но вот это не можешь сделать, так что трудно. Готовый продукт немного подсушивают, затем изделия обжигают, наносят покрытие из толченого стекла и отправляют в печь повторно. При высокой температуре верхний слой спекается и образует блестящую глазурь. Она сушится здесь, вот эти вот сушатся. Вот сырой вид такой темноватый, а после всыхания она становится более такой белый. А сколько по времени должны сушиться? Ну, неделю надо, смотря какой там толщина. Вот уже товар готов для обжига. Первый утиль называется, первый обжиг. Ну, грузим он сюда, температуру надо, первый обжиг 780 до 800, 820. Когда вот первый обжиг вот это, вот такой цвет. Уже... После этого мы красим. Глазурирование идет, глазурирование. После глазурирования, там 1180-1120 температура. Всего 2 раза обжигать нужно? Всего 2 раза, да. В гончарной мастерской работает еще один гончар – Тимур Герзмава.
который также не представляет свою жизнь без гончарного дела. Ремесленник шутя говорит, что глина не прощает ошибок. К этому делу надо относиться с особой осторожностью. Это не рисунок. Перерисовать не получившуюся деталь не получится. Гончарным делом занимаюсь, можно сказать, с детства. После окончания в школе сначала учился здесь, в Гале. Без этой работы не могу. Нельзя. Глину надо Да, чувствовать надо и очень такой бережно относиться, а то не простит, одну ошибку не простит. Можно там, если занимаешься там, ну, скажем, рисуешь или лепишь что-нибудь, там можно там нарисовал, а не понравился, там переделал. А его уже все, если один что-нибудь не точно или во время не сделаешь, он не простит, она не простит, потом обидится. Здравствуйте. По словам Бижана Цулая, заказчиков у него немало. Нередко заказы поступают и из пределов республики. Особой популярностью мастерская пользуется у виноделов. Их основные заказы – кувшины и графины для вина. Также гончары выпускают и серийные изделия в больших количествах, для которых они изготавливают специальные гипсовые формы. У меня есть такие работы, что, допустим, у меня заказ здесь 200, 20, 30, 40 тысяч штук, да, допустим, один экземпляр. Вот за это я сделаю в форме, чтобы серийно, чтобы вот это все сделать. И вот для этого вот они одинаковые, вот эти товары, и в форме тоже одинаковые. Их вы закупали? Или тоже сами Нет, делали? мы все сами. Тоже Только все мы покупаем гипс в мешках. Глина тоже? Всё. Глина я не покупаю. Я покупаю как бы добавки там. Ну, конечно, жидкое стекло надо добавить сода, специальная сода есть такой. И есть еще глазурь такой прозрачный, это тоже добавляю. В гончарную мастерскую часто приходят желающие обучиться ремеслу, что, несомненно, не может не радовать мастеров. Они с радостью принимают учеников. На освоение гончарного дела начинающему мастеру требуется минимум 3 месяца. За это время опытные ремесленники наглядно демонстрируют ученикам основы производства, дают практические занятия и проверяют их выполнение и указывают на ошибки. Тоже возраст немножко подошел, я уже решил, что вот это все дело передать, кому вот это все интересно. Я от души хочу передать, чтобы они продолжили вот это дело. И как бы мне интересно, когда парни подходят и говорят, что давай, можно мы с вами поработаем или какой-нибудь там более интересный показать. Я с удовольствием вот эти все объясняю, все передаю, как смогу, и кто как берет. Какими качествами должен обладать гончар? Ну, качество более такой своеобразный. То, что глина есть, вот это, чтобы она живая, чтобы была. Я не люблю там подкрашивать, вот это все. Вот. То, что глина создает, этот выглядит настоящий. Вот это у меня приятно, когда с этим делом заканчиваю вот это дело. Каждый, кто хочет приобщиться к данному виду искусства, может обратиться в гончарную мастерскую. Главное – подойти к этому с душой, чтобы глина в их руках ожила. Илона Микава, Анжела Убилава, Бату Библая, Гал ТВ. Гал ТВ посетил Роман Кириллов, режиссер телепрограммы «Человек и закон», транслируемой на Первом канале. В интервью с нашим корреспондентом Роман Кириллов поделился впечатлениями об Абхазии, рассказал о себе, своей работе на Первом канале и о своих творческих проектах. Подробности в интервью Анжелы Убилава. Здравствуйте, мы очень рады вас сегодня видеть у нас здесь на телеканале Гал ТВ. Расскажите, откуда вы, чем занимаетесь, ну, о себе расскажите подробно. Я приехал из города Москва, меня зовут Роман Кириллов, работаю на телевидении, но приехал я сюда с частным визитом, не в командировку, навестить Гальский район, посмотреть, как тут люди живут, какие у вас проблемы, уже ознакомимся с рядом проблем, возможно, поучится какой-нибудь материал, ну, как
как обычно поступают. Иногда просто приезжают, снимают и уезжают, не погрузившись в проблему. А если, допустим, приехать заранее, все изучить, погостить, узнать настроение местных людей, нравы, как-то так погрузиться в культуру, всегда получается гораздо лучше, если какой-то материал готовить. В Галле я первый раз, вот уже гощу здесь 2,5 дня, и мне все нравится. Мне в первую очередь, наверное, что стоит отметить, что здесь больше всего нравится, это люди, потому что люди тут восхитительные. То есть со всеми, с кем мне удалось пообщаться уже, просто меня поразили они. Вот, вы здесь просто красавцы. Вот. Очень интересный народ здесь живет, очень такой спокойный, размеренный, то есть никуда не спешат. Ну, возможно, это на контрасте с Москвой, где все куда-то все торопятся. Вот. Но мне очень понравилось здесь. Вот именно люди понравились, природа хорошая, красивая. Вот. Продукты тут все настоящее, да, яйца, молоко, сыр восхитительный просто. Кому-нибудь гостеприимство, то есть заходишь в гости, только из-за стола вылез, все равно накормят, напоят. Ну, вот Абхазия, да, всегда славилась гостеприимством. Этого, да, у нас не занимать. Да. Приятно это слышать. Расскажите вообще, над какими интересными проектами вам доводилось работать, или, может быть, вы сейчас над чем-то работаете, о чем можете рассказать? Как долго вы работаете в передаче этот «Человек и закон»? В программе «Человек и закон» я работаю с 2010 года. Получается, уже 12 лет я там работаю. То есть уже такой приличный срок. Вот. А по поводу моих личных проектов, ну, я стараюсь каждый год что-нибудь выпускать. Допустим, в 2020 году я выпустил книгу, да, написал роман и издал его. В 2021 году я снял короткометражный фильм, смонтировал его вот с ребятами и тоже выпустил его, да. Но 2022 год, к сожалению, такой выдался у нас непростой в России. Я думаю, никому не надо рассказывать почему. Да, и, соответственно, все мои планы творческие, в особенности, отложились. Я вот ездил на Донбасс, людям помогал, беженцам. В Белгородскую область ездил, помогал беженцам с Харьковской области. Соответственно, сейчас всю свою энергию, все свое свободное время вот туда посвящаю. Да. А, к сожалению, о творческих проектах, к сожалению, вот, ну, даже чисто вот психологически не думается. То есть все равно любое творчество — это погружение. Да. То есть если написать роман, надо со спокойной, с пустой головой что-то начать писать, и пишется. А тут сейчас такая обстановка, что невозможно писать сейчас. Конечно, хочется продолжать заниматься творчеством, снимать уже фильмы более широкого формата. Не так, чтобы это у меня фильм всего на 7 минут вышел. Вот, хочется уже хотя бы на 77 выпустить. Как он называется? Вот, документально, художественный? Художественный. Не, у меня есть, я работаю в документалистике, и клип снимал, и там сюжеты, и очерки снимал, да. А вот захотел себя попробовать именно в художественном жанре, в игровом фильме. Вот, но сразу полнометражный фильм — это дорого снимать. Снял короткометражный фильм «Митинг» называется. Фильм «Митинг». В Ютубе он есть, можете вбить там Роман Кириллов «Митинг» и посмотреть. Расскажите подробно о книге, вообще, как она называется, о чем она, и, может быть, на что вы хотели указать, может, какие-то проблемы поднять, затронуть какие-то глобальные вопросы. Ну, смотрите. Это художественная тоже литература? Да, это художественная литература, но она основана на реальных событиях. То есть мне вообще нравятся вот и фильмы, и книги основаны на реальных событиях, поэтому я постарался на 90% писать только правду. Вот. Почему на 100% не получилось? Ну, сами понимаете, где-то что-то там надо преувеличить, чтобы читатель более заинтересовался, где-то, наоборот, что-то преуменьшить, потому что это неинтересно, скучно. Книга о моей службе на Северном флоте, на корабле, на БПК адмирала Левченко. И если бы я писал просто, как я там служил, никому бы это не было интересно. А потом, когда мне пришла идея, сверхидея этого романа, показать не просто приключения свои, да, а показать, как мальчишка, грубо говоря, пацан,
менялся и превращался в мужчину. Что такого происходит в армии, на корабле, да и вообще в армии? Ну, вы же, наверное, задавались всегда вопросом, вот почему человек ушел в армию одним, а вернулся другим? Ну, всегда же так происходит, да? Кого-то армия ломает, кого-то, наоборот, она возвышает, как-то человек становится совершенно по-другому, думает, решает. Для него вот эти проблемы, которые были до армии, для него вообще это не существует, эти проблемы. Эта книга называется «Я не буду таким никогда». А так вот вы нигде не были еще, кроме Гальского района? Или еще Я в прошлом году приезжал в Абхазию с экскурсией однодневной. Ну, однодневная экскурсия, сами понимаете, что я там. Это так, по верхам там дача Сталина 5 минут озеро Рица, 5 минут там какая-нибудь сыроварня и 5 минут Афонский монастырь. Вот, и так больше в автобусе проводишь время, чем непосредственно на самом объекте, поэтому это как бы не считается. А вот полноценно я приехал вот первый раз. И какие у вас впечатления остались? Самые добрые, то есть ничего такого, что меня смутило, что-то расстроило, такого даже не было. То есть, ну, мне понравилось, Абхазия. Ну, в первую очередь, конечно, люди мне понравились. Ну и природа. Вот, допустим, я в прошлом году был осенью, и в этом году осенью. И когда вот на озере Рица, вот эти деревья, они уже не зеленые, они такие желтые, красные, листья падают, само озеро покрыто этими листвой. И там люди на лодочках плывут, там это рай. Вообще Абхазия, что хочется еще раз сказать доброе слово про Абхазию, что здесь, наверное, концентрация патриотов России гораздо больше, чем в самой России, потому что очень много, вот с кем я общался, они прям вот очень, и тост поднимают за Россию, там, за победу. Вот. Хотел бы сказать спасибо, что пригласили вот в эту студию, что дали пообщаться с вами. Мне было очень приятно, поэтому спасибо вам большое. Взаимно, и мы рады очень вас видеть здесь у нас в студии. Всего доброго, всех благ, всего хорошего. Да, спасибо, до свидания. 14 октября в средней школе номер 2 состоялся открытый городской турнир по дзюдо, в котором приняли участие спортсмены со всех районов Абхазии. Более 100 юных дзюдоистов приняли участие в этом спортивном празднике. Весь день юные борцы боролись за звание сильнейшего. Кто вышел в финал и какие награды получили все призеры спортивного соревнования, в материалах ГАЛ-ТВ. Более сотни участников по разным весовым и возрастным категориям среди детей, юношей и девушек съехались в город Гал, в среднюю школу номер 2, где прошел открытый городской чемпионат, посвященный 90-летию города Гал. Очень приятно, что вот впервые, так скажем, за последнюю историю в Гале мы проводим, точнее, вот этот прекрасный турнир, посвященный 90-летию города Гал. Отрадно, что сами вот ребята вот, во главе с старшим тренером Гальского района Сулханом Гиланава взялись за это мероприятие. Все организационные мероприятия взяли на себя. Ну, мы помогли, конечно, от лица федерации тоже поучаствовали в этом. В Гале вообще у вас очень хорошие ребята, мальчики и девочки тренируются. К сожалению, вот эти вот маленькие неурядицы, связанные с паспортами, не дают возможности в полную силу выступать на международных соревнованиях. Вот мы на отборочных мероприятиях в России выступаем по российским загранпаспортам. Не у всех у наших ребят такая возможность есть. А у вас есть прекрасные спортсмены: Лука Кварацхелия, Ипполита Губардия, Джульетта Раданая. Прекрасные, великолепные спортсмены. А так, сегодня у нас турнир, мы, как я сказал уже, впервые проводим в городе Гал. Участвуют у нас более 130 спортсменов из всех регионов Абхазии, всех, плюс команда города Сочи. Отрадно видеть большое представительство всех команд здесь у нас. Для всех детей праздник. Будем надеяться, что пройдет на высоком уровне, все будут довольны. Сегодня к нам в Гал приехали из Российской Федерации, а именно города Сочи, с города Гагра, Сухум, Гудаута, Пицунда, зачем через квартал, и, естественно, хозяева мы
наших спортсменов сегодня под дзюдо представляем. Хочется пользоваться с этим моментом и поздравить всех участников этого чемпионата, пожелать с первым долгом детям здоровья, счастья. Дай Бог, чтобы в каждом им доме царила мир. Сегодня в помещении спортзала нашей школы проводится республиканский турнир по дзюдо по разным возрастным категориям. Сюда к нам сегодня приехали как спортсмены со всей территории нашей республики, так и из Сочи, Краснодарского края и ряд других краев и областей Российской Федерации. Сегодня у нас находятся все ведущие специалисты по этому направлению в республике. Они приехали со своими воспитанниками. У нас сегодня присутствует Михаил Чалмаз, это президент Федерации по дзюдо. И, конечно, мы с большим удовольствием приняли гостей. Нам приятно, что в Гальском районе, в городе Гал, проходит такое спортивное большое мероприятие. А вдвойне приятно, что это находится именно на территории нашей школы. Это большая воспитательная работа среди наших учащихся, подрастающего поколения, когда они будут видеть борющихся спортсменов маленьких, и они тоже будут в дальнейшем придерживаться здоровому образу жизни и тоже пойдут по направлению спортивного развития. И я думаю, что мы сможем достойно принять этих гостей сегодня и достойно представлять наш город, наш район и вообще нашу страну, культуру здесь в целом. В турнире приняли участие команды из всех районов Абхазии и команда из Сочи. За звание сильнейшего боролись 120 юных дзюдоистов. Наша команда из Сочи приехала. Мы постоянно всегда приезжаем в Абхазию на турниры. И в Сухуми были, и в Афоне были, в Ачамчире были. И вот сейчас впервые в Гале приехали. Нам очень сильно понравилось, как нас тут встретили. Сами соревнования идут очень прекрасно. И дети борются, хорошая техника, хорошие успехи. Сами дети набираются опыта, чтобы в дальнейшем уже выступать на всероссийских турнирах, потом международные турниры. Очень приятно приезжать в эту сторону. Я сам родом тоже с Абхазии, с Гудауты, так что очень сильно люблю приезжать в эту сторону. Соревнования любого уровня могут восприниматься как праздник, а если учитывать, что здесь собрались дзюдоисты со всех районов Абхазии, то нетрудно догадаться, какой спортивный праздник ждет всех любителей и участников этого вида спорта. В переводе с японского дзюдо означает «мягкий путь». Главная задача этого вида единоборств – не ударная техника, а умение повалить противника на землю или нейтрализовать другим способом. При этом важно нанести ему минимум повреждений и травм. Рад приветствовать сегодня всех здесь присутствующих. Особенно хотел бы поприветствовать и поблагодарить за сегодняшнее мероприятие президента Федерации по самбо и дзюдо Республики Абхазия Чалмаз Михаил Рамазанович. Сегодняшний турнир посвящен 90-летию города Гал. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех горожан, жителей Гальского района, всех присутствующих с Днем города. Хочу поблагодарить всех спортсменов, прибывших сегодня к нам сюда, в город Гал, который проходит в школе номер 2 города Гал имени Джансуфа Муратия. И хочу пожелать всем успехов, и пусть победит сильнейший.
Удачи всем вам. Президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Михаил Чалмаз отметил, что в городе Гал всегда были самые сильные спортсмены. И сегодня эта традиция продолжается. Мы рады вас приветствовать здесь, в нашем самом любимом городе. Хочу вам напомнить, что это город, это территория борьбы. Здесь воспитывались всегда одни из самых лучших борцов в нашей республике. Хотелось бы, чтобы вы продолжили также выступать. Желаю вам всего самого хорошего, успехов и удачи. Будьте здоровы! Организаторами открытого городского турнира выступила детско-юношеская спортивная школа города Гал при поддержке Федерации дзюдо и самбо Абхазии и администрация Галского района. Очевидно, что работа проделана немалая. В большом зале с комфортом разместились 2 соревновательных татами. Ну а в выборе мест для разминки участники себя не ограничивали. В дзюдо, как и в других видах единоборств, с юных лет тренеры учат спортсменов не только технике ведения боя, но и философии боевого искусства. Благодаря тренеру дзюдо, который является директором детско-юношеской спортивной школы Сулхану Киланава, юные дзюдоисты часто занимают первые места и становятся призерами, прославляя свой город и страну. Детско-юношеская спортивная школа города Гал при поддержке Федерации дзюдо и самбо Республики Абхазия и с помощью администрации Галского района организовали открытый городской турнир по дзюдо, посвященный 90-летию города Гал. Я хочу поздравить жителей нашего района с сегодняшним днем и хочу пожелать мирного неба над головой и крепкого здоровья. Практически все районы принимают участие в сегодняшнем турнире, также команда из города Сочи. Около 120 спортсменов будут бороться. Есть дети, которые впервые принимают участие в турнире. Хочу им и другим детям пожелать удачи. В упорных поединках в финал пробили спортсмены из города Гал, которые в индивидуальном соревновании завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей. Команда города Гал одержала победу в финале над командой из города Гагра и получила специальный денежный приз от главы администрации Галского района Пилия Константина Эдуардовича в размере 20 тысяч рублей. Меня зовут Елена Чгриная, мой тренер Сулхан Киланава. В нашем городе провелся турнир. В поединке ничего не было сложным. Я заняла первое место, и это очень радостно. Меня зовут Абба Шамиль, я из Нового Афона. Мой тренер Гаделя Инал Бадриевич. Самым сложным в сегодняшнем поединке было не нервничать, сосредоточиться и выйти с холодной головой на татами. Сегодня я занял первое место. По итогам соревнований лучшие дзюдоисты получили медали и грамоты. Некоторые выступали впервые, и этот турнир для них стал колоссальным опытом. Были и профессиональные спортсмены, но все участники спортивного праздника выразили надежду, что подобные встречи продолжатся и станут доброй традицией. Анжела Убилава, Ника Качава, Борис Цацуа, Гал ТВ. В четверг, 13 октября, состоялась встреча министра здравоохранения республики Эдуарда Будба с новым главой Международного комитета Красного Креста в Абхазии Родриго де Резенде. Возможность приобретения оборудования при поддержке Красного Креста для Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями обсудили на встрече глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба и новый руководитель Международного комитета Красного Креста Родриго де Резенде. Международный комитет Красного Креста очень помог Абхазии во время пандемии коронавирусной инфекции, и мы это ценим, отметил Будба. Со своей стороны Родриго де Резенде подчеркнул, что и впредь готовы к взаимодействию с Минздравом и оказанию посильной помощи. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. До новых встреч!